Раштаду ламоейкак, мазугалтуду, покшолгалтуду, орозбуя велень. Они казнец. Анзе эря мончи, эря репо. Завершение первого года супружеской жизни в мордовских деревнях отмечают шествием невест. На Троицу молодые женщины, выдержавшие испытательный срок, выходят на центральную улицу. Они проходят через все село. Их сопровождают свекрови, мамы и соседки. Брат у леди, всю пряди год ломать. У леди пачк свалистят мазыть. Пар. И пазуш максус и колмо эйкакс. И тёринкат, и тейтеркат. Из каждого дома им выносят угощения, в основном сладости. Конфеты и печенье они складывают в платки, которые следом за ними несет их свита, состоящая из младших братьев и сестер. Посмотреть на шествие выходит все село. Некоторым протяжные песни навевают грусть от воспоминаний об ушедшей молодости. Вестежка мартон за востови, сетуе стен за васов. Ашолды вишнясь, тунда не ями прокол. Ашолды вишнясь, а цвечке матодо. Завершается шествие у небольшого озера на окраине села. Здесь девушки поздравляют друг друга, делят угощения и бросают венки в воду. Так они прощаются с беззаботной юностью. Впереди заботы и суровые крестьянские будни. А цвечке матодо. Ашолды вишнясь, тунда не яви проклов. Ашолды вишнясь, а цвечке матодо. Господи, благослови. Няро тикшешеш, няро парулезе, весе коскизе. Ракшат, няро скотина касузу. Скотина трашазу. Господи, помоги, Царица Небесная. Даже во время работы сельчане поют. При дойке коров, уборке урожая или заготовке сена исполняются старинные песни о нелегкой крестьянской доле. Женщины в мордовских селениях работают наравне с мужчинами. Умело управляются вилами и за считанные минуты собирают сток сена. Чтобы зима была мягкой и скот не погиб, женщины произносят особое заклинание. Этот обряд проводят перед каждым стогом сена. Слава тебе, Господи. Весе пурнась, весе пасте, вадря сто пурнись. Пасто шмакс, Богу дась вадря, весе вансизе, коронш вачкась вадря сто. Коське, пазуш ван щипаюнись, тез бизия, ворокота пазуш максенек, паро читенек. Спасибо, пазуште, спасибо. Спаси, Господи, помилуй. Братцы, вансикшки посвери, посваншки, тикшеми.
главный знаток старинных обрядов села Урусово Татьяна Юртаева. Пока муж, сын и внук Татьяны Сергеевны на работе, она занимается домашними делами. Готовит национальное блюдо – пироги с грибами и картошкой. Давай. Месяц разминкун дастну. Артем на Макси. Давай. Давай, давай. Сад ты, сад. Все, готовый. Вот и все. Мій папа готовий печкей. Муж Татьяны Сергеевны, дядя Коля, оставил свои дела, чтобы помочь соседям. Они попросили его заколоть свинью. Традиции добрососедства священны для жителей Мордовии. Отказ соседям в помощи расценивается здесь как тяжкий грех. Душу обжигают автогеном. Так удаляют жесткую щетину. Традиционно в Мордовии разводили не свиней, а баранов, которые дают и мясо, и кожу, и ценную шерсть. После того, как помог соседям, дядя Коля возвращается к своим баранам. Теперь ему требуется помощь. Чтобы постричь овцу, нужно хорошее зрение. А у дяди Коли, как говорит он сам, глаза уже не те. Опа, молодец. Да. Опа! Давай. Кирсин дядь тянется сюда, спилится, надо сюда. Чекаш, мон сюда. Кирпильгету наоборот. Стоять. Стоять. Да. Ой, кровь. Ангельцы не имеют. Тако. Пеняви. Кто не дал? Моня Иреви. Да. Давайте, нолды. Так. Ну-ка. Да. Опа-на. Очень все. Азё. О. Дик. Азё. Соколь это сыс. Они особенно остатка yesterday. Дядя Коля шиповал. Из овечьей шерсти он сделает валенки. Этим ремеслом в его селе занимаются все мужчины. Так.
Ну-ка, Юра, тут 7 метров сильнеет. Почти. Мастерская во дворе дома. Изготовление валенок начинается со взвешивания шерсти. Кило 520 женскую как раз. На мужскую пару нужно около 3 килограммов, на женскую – 1,5. Кило 500. Я ученик. Кафтон подает. Конечно. Мы ж не забиваем. А, Видите, а? Молодец. Если ровней, веля стоит. То мой коллега с Мартиля. Мастер раскладывает шерсть ровным слоем на верстаке и начинает валку по-сухому. Нужно вылепить чулок будущего валенка. Закури бути. Он по целиковски хотел ломать. Хегельфей. Kalafta sözü. Давай. Evet. Savaşıyoruz. Bir dakika. Аж ты сразу такой били. Ort tikmedi. Kazulkay. Козулька. Hı. Стельден. İşte. Sıklı ol. İşte. Teneffüs. Видите, вот işte да. Так. Ну, что это? Сюриней сюриней. Торсо. Сюриней. Теперь начинается самый трудоемкий процесс – мокрая валка. Чтобы утрамбовать шерсть и сделать валенок плотным, войлок помещают в кипяток, а потом продолжают валять. Этот процесс занимает более 5 часов. Все это время дядя Коля без перерыва работает. Давай, чушка. Еще много раз. Ой, легче. Готовые валенки он складывает на полку. Там они должны отлежаться и высохнуть. А те, что он сделал несколько дней назад, уже можно нести на продажу. Кольга. О, нормальный ход. Пару парсов хоть купи. Нормальной. Очень пару. Ой, легче мозг. Дядя Коля кладет валенки в сумку и отправляется в пункт приема, который находится на почте. Николь, вас он где? Вот Стас? Давай, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Белый. Молодной. Качество валенок дяди Коли особенно не проверяют. Все знают, что он всегда делает работу на совесть. Ему отдают деньги, 2000 рублей, и он счастливо возвращается домой. Весь нормальный. Правильный. Шупля. Пожалуйста, саду еще. Сатану. Давайте. Руку тяду. Спасибо. Шупля. Ты никак. Саду еще. Ага. Ozak prekansmar. Ярман Марцевин. Ozak давай. В доме дяди Коли уже вся семья собралась за ужином. Сын, невестка, внук. Пришли и соседи, помогавшие ему утром стричь овцу.
Все ждут хозяина. Дайте как жунаться до прякадусь. Можно же не похшу сказать. Обязательно. Ма прякат меня ноги линкерс. Адя, пись ведь. Пись, очень парсте пись. Ярцадо. Дядь, айдо. Вайсась. Наконец на пороге появляется дядя Коля. Татьяна Сергеевна встречает мужа. Да ты уже пряламу, а на какой-то скосе месяце. Ты куда работаешь? Дядя Коля говорит жене, что продал детскую пару валенок и заработал всего 1000 рублей. Другую же 1000 он спрятал. Сделал заначку. Ну, айда озак давай. А где озак? Озак, айда озак. Примай это. Слава тебе, Господи. Тетянг, Сась. Озак. Сімінь Довго сімінь. Ще самий арматуїн. А монсон зикелен путан вара. Винатен зе водка путан. Он будет лопать по 10. Все приступают к ужину. По традиции едят из одной тарелки и по очереди пьют из одной рюмки. Ай, ай. Так, есть бабай. Байка, дайка, бай, давай-ка. Я мезе. Мезе. Секен держу. Ну, сюда мезе. Будей. Или курс там с Надя скисы. Ага. Тетя Монга писать. Ой, куда мы видели. Спокойно посидеть за столом Татьяне Сергеевне не удается. Стучат в дверь. Можно? Таня, пойти примасамись. Приматадись в соду. Вот озак, кедик. Разболелась весе. Куда як толкарась. Пару чизы. Женщина просит осмотреть ее дочку, которая часто болеет. Опытная знахарка Татьяна Сергеевна спешит помочь девочке. Господи, выйду из ворота, помолюсь. На все 4 поклонюсь, идет сам Иисус Христос. За помощью к Татьяне Сергеевне едут со всей Мордовии. Говорят, она лучше любого доктора ставит диагноз и лечит. 33 ключами. Положи эти ключи у Кенбули на горячий камень. 3 креста евангельских, 1 крест землеудержения. 2 крест терпя украшения. 3 крест богословления. Осматривая пациентку, Татьяна Сергеевна начинает зевать. Это знак того, что знахарка почувствовала порчу на девочке. Дай Бог исцеления, позвольте Максузу. Помоги, Господи, раба Божия, Алена. Исцели, Матерь Божия, Лагословскую, Баши Божий Матерь. Всех садись округлавтян, потому что очень порча. Пекюмить, очень пекюмить. Раба Божия, Алене Макс, ты исцели. В колодезной воде Татьяна Сергеевна нашептывает заклинание и велит девочке пить заговоренную воду. Она обещает своей маленькой пациентке, что та поправится очень скоро. Макс, ты исцели. Вот, Алена, кем есть праздник. Ты значит, ждет кто-нибудь радость. Ты очень хороший. Старинным заклинанием и заговорам Татьяну Сергеевну обучила ее бабушка. Та, в свою очередь, тоже узнала все это от собственной бабушки. Умение лечить людей мордовские знахари передают из поколения в поколение. Этим знаниям более 1000 лет. Доподлинно известно, что мордвяне достались от их предков, аборигенов Междуречья, Оки и Волги.